Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Life. И сегодня у нас, оказывается, День Ангела для наших Софий, для имени София, да. Вот интересно, вот 28 февраля, я даже не знала, но заглянуть решила. И оказывается, вот сегодня именины для Софьи. Вы знаете, да, что самое главное, с кем ассоциируется это, и София, это мама мучениц, да, надежды, веры и любви. Но очень много нашла интересных фактов про это имя, на самом деле очень много. Смотрите, оказывается, в переводе с древнегреческого означает мудрость, премудрость, мудрая. И еще вариант перевода – это разумность и наука. То есть наши Софочки у нас очень умные, оказывается, да. Но самое интересное, что в любом случае на Руси это имя пришло вместе с принятием православия, то есть вообще никак со славянским и, там, языком, с происхождением не связано. То есть это именно древнегреческое происхождение, и многие вначале это имя употребляли только в аристократических кругах. То есть все дочери князей, всякие жены князей, там, царей и так далее, вот именно звались этим именем Софья. То есть имя было чисто для аристократов. Вот очень-очень долго прям. Ну, потом, вот где-то в 18-19 веках, в дворянской среде, оно было уже пятым по счету, то есть вот очень длительное время сохраняло прям лидирующие позиции. Вот имя среди фрейлин российского аристократического двора было очень распространенным. И в итоге где-то в 19, в конце 19-20 веке оно вообще пропало, вот как будто бы вот после революции оно перестало употребляться и стало одним из самых непопулярных, а вернулось в обиход лишь к началу 21 века. Вот такой вот прям прореха во времени, да. По сути, в 2008 году в Москве, по данным ЗАГСов, имя Софья стало 9-м в списке девочек. То есть вернулась полностью на свои позиции. А в 2011-м стала самым популярным в Москве. Вот так вот. Кто бы мог подумать, да? В Хабаровском крае в 2009 году оказалась на 5-м месте по популярности. Также, смотрите, в Украине в 2009-2010 годах и в Великобритании в 2010 году Софья имя заняло 2-ю позицию по популярности, а в Ирландии в 2010 году 1-е место было. То есть вот такое вот интересное имя, я бы сказала. Наши мученицы, о которых идет речь, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, они, оказывается, жили в Риме во 2 веке нашей эры. То есть представьте, как это было давно. И вот с тех пор очень почитаемо, да, вот это имя и то, что случилось, то есть даже вот храмы у нас называют, да. Вот, ну что, уменьшительно-ласкательное имя – это Сонечка у нас, все знают об этом. Вот кто-то говорит София, кто-то говорит Софья. И оно и так правильно, самое интересное. Именины, очень много именин у Софьи, очень много. Вот я прям сидела и читала, и думала, ну как же много. Вот в году 28 февраля, 1 апреля, 6 мая, 4 июня, 17 июня, 14 августа, 30 сентября, 1 октября, 29 декабря и 31 декабря тоже именины для Софии, оказывается, представляете? Ну, сама по себе Софья имя, с одной стороны, импульсивное, а с другой стороны, мудрое и глубокое. Вообще, когда человек справляется со своими страстями, они должны быть очень большими, чтобы человек действительно приобрел жизненную мудрость. Если ты справляешься с чем-то маленьким и незначительным, конечно, ты такой опыт не приобретешь. Поэтому человек имеет внутри очень много страстей. То есть при рождении сразу это заложено, да, вот. Имя награждает этими страстями и в то же время способностью с ними справляться, способностью стать мудрым человеком. Ну и Софьи, они очень старательные, усидчивые с детства.
никогда не доставляют большого мучения своим родителям, стараются во всем помогать. Ну, естественно, карьеру хорошо строят. Редко бывают слишком разговорчивые, но могут стать, конечно, если сдерживать много эмоций, копить их в себе, то есть потом начнется вот это, да. Но чаще всего нет, чаще всего просто вот средняя такая разговорчивость, средняя активность у человека. Старается никому не досаждать обычно София, наша Софья, Сонечка. Ну, зодиакальное соответствие имени – это Козерог. Планета-покровитель Венера и Плутон, самое интересное. Черты характера выделяются такие, как старательность, глубина чувств и серьезность. Цвета имени серебристый и фиолетовый. Счастливые цвета, оказывается, белый. Интересно, божественный цвет, да? Так, ну, камень-талисман у нас мрамор и агат. Мрамор это вообще меня тоже вот удивило, потому что, по сути, это такой камень редкий, вот кто использует как талисман редко. Агаты, да, часто используют, а мрамор очень редко в качестве талисмана используют. Ну, вот тут еще выделены цветы. Но самое главное, это София Римская 30 сентября, София Врачебница 4 июня и вот мама наших мучениц, да. Интересно, интересно это все. Вот взяла 2 колоды Таро ангелов, чтобы рассказать благословение для наших Софий. А еще интересный факт прочитала, что, оказывается, у имени София есть мужское как имя, да? Как же он? Сейчас вспомню. Софус, точно. Вот и очень редко им называют, когда вообще там где-то, по-моему, в какой-нибудь Финляндии, Норвегии там, вот. Но на самом деле вот не только это женское имя, и вот этот Софус, он не присутствует в католическом календаре, то есть нет такого. Но им называют периодически там, еще в Дании, в Швеции может вот такое использовать, но это редкое имя. То есть София это частое имя, да, а Софус это редкое имя мужское. Так, давайте смотреть наше благословение для Софии, для Софии. Так, 4 карты будут из этой колоды. 2 кубков, 8 кубков, жрица. Видите как? Все-таки мудрость сразу же, да, здесь. И 5 жезлов. Карты тоже выпали очень необычные. Особенно мне понравилась наша 2 кубков. Вот замечательная такая карта. Карта любви, да, то есть высшие силы благословили вас на взаимную любовь. И, дорогие наши Сонечки, у вас ждет сюрприз. Возможно, какой-то человек признается вам в скором времени в любви, или любимый человек сделает вам какой-то подарок, предложение, может быть, руки и сердца. Высшие силы благословили на взаимность, на то, чтобы найти в этой жизни вторую половинку, и чтобы соединились 2 любящих сердца, несмотря ни на что, несмотря ни на какие препятствия. Вы будете вместе, и все тут, да. Если вы одинокая, карта сразу же показала, что скоро встретите новую любовь, и эта любовь будет, скорее всего, на всю жизнь, да, у нас на всю жизнь. Хорошая карта, очень хорошая. Иногда бывает по этой карте, что можно возобновить старые отношения, но я этого не советую делать. Потому что, ну, то, что старое не получилось, редко получается вновь, да. Но если вдруг вы об этом мечтаете, конечно, высшие силы могут и на это благословить здесь. По сути, в семье эта карта показывает потепление. Ну, то есть высшие силы благословили эту семью на то, чтобы отношения стали более теплыми, хорошими, светлыми. Может быть, чтобы человек исправлялся, да. Если вдруг вы уже соединены там любовными узами, конечно, это новый виток отношений. Будет море тепла, нежности, заботы, внимания. Может быть, цветы, может быть, какие-то подарки, да. Первые шаги от партнера. Ну, то есть вот очень хорошая карта. Ну, конечно, чаще всего к скорой свадьбе, да. Следующая карта у нас 8 кубков. По ней идет поиск смысла жизни и наблюдение за чем-то. Ну, то есть мы здесь видим человека, который смотрит в трубу, да, вот в эту вот, как это называется? Я забыла это слово.
В общем, смотрит на звезды, да. И я так понимаю, может быть, вы будете изучать себя. Высшие силы вас благословляют действительно на вот эту жизненную мудрость. А может быть, решите расстаться с прошлым и начать что-то новое. Ну, например, новую профессию, новое занятие какое-то интересное. Может быть, решите вместе там с любимым человеком переехать куда-то. Вот. Ну, то есть вот карта, она показывает переход какой-то, желание куда-то перейти, что-то переделать в своей жизни, выйти из своего болота, да, поменять окружающую среду, поменять, может быть, образ жизни, поработать над собой. Вообще, я считаю, что как будто бы человек рассказывает сам себе свое прошлое, да, и пытается его проанализировать. Вот где была допущена ошибка? Нужно принять этот опыт. То есть никаких ошибок, на самом деле, их вообще в жизни не существует. Это только опыт, только опыт. И вот человек пытается принять свой опыт и найти свет, да, свет в этом. Но он находит свет и в итоге хочет нового будущего, счастливого будущего для себя. Вот высшие силы вас благословляют на это новое счастливое будущее, что старому, отжившему, ненужному ничему места здесь уже нет. Есть только новое и радостное как бы впереди, да. Карта, она показывает, что, может быть, с чем-то придется смириться или с кем-то помириться, да. Но при этом двигаться только вперед, несмотря ни на что. Хорошая карта, в принципе, хорошая. Ну, а жрица, она еще лучше. Она показывает как раз-таки, вот у меня ощущение, она отображает именно вас. Потому что карта мудрости, и ваше имя Софья, да, это мудрость в переводе, знание, да, мудрость, учение. И жрица — это и есть отображение, по сути, вашего имени, если его смотреть в Таро. Ну вот это правда. Софью я бы представила именно такой, как жрица, да, то есть умудренной и очень изучающей все досконально. По сути, высшие силы здесь благословляют на сильнейшую интуицию, на ясновидение, яснознание, дальновидение, может быть. И вот слушать свое внутреннее я, свое высшее я, может быть. И доверять внутреннему голосу. То есть карта говорит о том, что вы, по сути, можете быть дотошны, перепроверять много фактов. И в этом ваша сила. Уметь разведывать обстановку, да. Не действовать, как сказать, сгоряча, потому что пятерка жезлов часто показывает действие сгоряча, а вы нет, вы решите остановить этот процесс, то есть не действовать сгоряча, не рубить с плеча, не делать никаких поспешных выводов, а постараться подумать, вот прежде чем что-то сделать, подумать, двигаться вперед только вот маленькими шажками, да, проверяя все факты. И, конечно, эта карта, она наполняет даже отношения светом. Почему? Потому что важно чувствовать партнера и доверять ему. То есть высшие силы вас и на это благословляют, да? Чтобы чувствовать партнера, чтобы ему доверять. Чтобы вообще, в принципе, никогда не думать за кого-то, а думать только за себя. И делать выводы только за себя. Это вот невероятное качество человека, между прочим. Очень такое редкое, я бы сказала, потому что жрица, она действительно, она не будет ерунды вот этой всей нести, да, а постарается наоборот, вот поменьше говорить и побольше молчать, да, и делать выводы свои. Сначала размышлять, а потом уже одно веское слово сказать. Вот это и у вас в характере есть, я думаю. Хорошо, а пятерка жезлов, она показывает, что, ну да, с вами пытаются соревноваться в этой мудрости. Мол, мы тебя мудрее, мы тебе дадим советы, но вы-то как раз-таки на это молчите, да? То есть соперничество, конкуренция для вас — это все-таки сначала подумать, а потом уже что-то делать и предпринимать. Естественно, вы проявите мужество, высшие силы вас благословляют на то, чтобы сдать этот экзамен, да? Высшие силы вас предупреждают заранее, что экзамен будет, и что кое-где придется промолчать там, где очень хочется сказать. И если вы сдадите этот экзамен, вас ждет невероятный успех, богатство и процветание. Естественно, победа над конкурентами обязательно. Смотрим, что скажут ангелы здесь, еще по другой колоде, да. Пятерка мыслей, пятерка действий, у вас пятерок много, заметили, уже целых 3. И целитель изобилия.
Так, ну давайте посмотрим пятерку мыслей сначала. Путь, на котором вы находились, казался правильным, но теперь перед вами встала дилемма. Есть направление получше, выбрав которое, вы станете в конечном итоге намного счастливее. Интересно, да? Изменения необходимы, чтобы вы могли вернуться в нужную колею. Избегайте негативно настроенных людей, которые иссушают вас или привносят в вашу жизнь нежелательные драматические мотивы. Вот избегайте негативных людей. Выберите тот путь, который вам больше нравится, да? Может быть, и направление получше, и вот эти люди, которые на вас плохо влияли, они вам больше не нужны, это явно. Пятерка действия показывает, вот, кстати, это же одна и та же карта, скорее всего, показывает, что ваши ангелы хотят, чтобы вы знали, что нынешняя ваша проблема требует от вас собранности и уверенности в себе. Будьте готовы отстаивать и защищать свою позицию. У вас есть право извинить себя за тех, кто принес драматические обстоятельства в вашу жизнь. Вот. И следующая карта у нас целитель изобилия. Никогда не сомневайтесь в том, что вы можете произвести какое-то изменение. Ваши творческие и новаторские способности обеспечат вам успех. Возможно, наступает подходящее время, чтобы расширить масштаб своей деятельности. Но не забывайте уделять внимание семье. Эта ситуация посылает человеку, возможно, вам дар дизайнера или декоратора. Вот даже так. Ну, я считаю, что этот целитель изобилия, он исцеляет ваш поток изобилия. И, вернее, она здесь, да. Ну, я считаю, что это скоро у вас прибавление в деньгах будет, конечно же. Всем спасибо за внимание, дорогие Софьи. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите свое мнение, пишите, какие имена вы еще хотели бы увидеть. Всем пока и до новых встреч.